Да, кстати. Это тоже проект, да? Тоже. Прям без корректировок? Там, по-моему, есть корректировка. Ладно, посмотришь. Итак, приветствую всех. Здравствуйте, дорогие эксперты, здравствуйте, участники. Я Хафизова Полина Игоревна, и я представляю проект военно-театрализованной площадки «И вспомнить страшно, и забыть нельзя». Вот уже несколько лет наша организация подростковых клубов организовывает театрализованную площадку военных лет в парке Первомайский Калининского района. Да, сотни зрителей приходят, чтобы посмотреть на картину прошлого, но, к сожалению, все эти годы эта площадка практически не менялась. То есть там были просто посиделки у костра, так как у нас нету ни оружия, ни какой-либо, допустим, противостоящей силы, как немцы, чтобы показать какой-либо бой. И в связи с тем, что эти площадки со временем стало смотреть меньше молодежи, привлекли нас, молодых педагогов, и мы, соответственно, стали привлекать наших воспитанников. Но дело в том, что просто молодыми лицами не привлечешь больше молодежи. Молодежи нужен экшен, нужен интерес, нужна красивая картинка. И как раз таки мы хотим представить вам этот проект, и мы хотим устроить действительно настоящее экшн-шоу в историческом стиле. То есть мы хотим приравняться к реконструкции. Мы хотим немцев, мы хотим, чтобы была большая битва, мы хотим, чтобы были дымовые шашки, мы хотим, чтобы было оружие. Мы хотим устроить действительно крутой бой, показать вообще, на что мы способны, показать... Оно задумчиво. Так, да, вот. Показать, в принципе, сюжет, потому что у нас до этого никогда не было сюжета. Все просто садились вокруг костра и начинали петь. Просто военные песни. И это скучно. Мы хотим действительно очень классный, душещипательный сюжет. Мы хотим бой, и я надеюсь, что этот проект найдет поддержку. Спасибо большое. Кто готов прокомментировать? А у тебя презентация же больше, картинки веселые. Да. Оно глючит, я не могу. Ты их не удалила? Нет. Ну, есть там расходы такие по смете, сразу к смете перейду, а потом уже про проект. Например, машинка, да? Оверлок. То есть я, как эксперт, понимаю, что это просто на одно мероприятие, оно потом будет стоять. Оно потом будет пользу населению приносить или нет? Вообще, да, потому что мы хотим сделать это ежегодным и, в принципе, добавлять туда участников, добавлять туда людей, все больше и больше, шить костюмы. Ну вот нужно это как-то более понятно написать, чтобы эксперт понял, что это будет ежегодно. То есть, что вы не просто на один раз купили оверлок, а потом его кто-то заберет, возможно, будет там, да, что-то там коммерческое делать. Ну, как вариант. Но либо это будет стоять на складе, где-то пылиться в вашем клубе, я забыла сказать то, что это ежегодное мероприятие. То есть с этого надо начинать. Мы планируем сделать ежегодное мероприятие. Дальше. Те ребята, которые будут участвовать в постановке, да, один раз. Может быть, можно как-то добавить, что в течение года мы будем говорить о патриотизме с ребятами, да. У нас во время подготовки будут мероприятия, связанные там с воспоминаниями военных лет, вот всего того. Потому что вот те картинки, которые ты не убрала, они наводят на мысль, что сейчас же очень много искажений информации происходит, связанных, да, вот, что было по правде, и как сейчас в европейских странах, да, даже в школах ребятам преподают немножко информацию в искаженном варианте. Я когда вижу картинку вот эту, да, как она стильная, я же старая уже, как стиль называется? Аниме. Вот, аниме, да. То я и понимаю немножко так, а ребята будут про патриотизм слушать, или это будут вот эти вот картинки, да, постановка, и про что это?
мы там хорошие или мы там плохие вообще. Нет, на самом деле это все зависит от сюжета, и мы хотели взять за основу как раз-таки сюжет, когда старичок идет со своим внуком на могилу бабушки, и как раз-таки там у него флешбеки начинаются. Флешбеки. Мгм. Так, и еще такая рекомендация. Нужно учиться заполнять по форме хотя бы какого-либо гранта Оператора, потому что здесь, ну, во-первых, мы уже привыкли смотреть в таблички, да, видеть вот четко понятно цель, задача, и когда листаем, опять вернулись, посмотрели, пересмотрели. Эксперту будет тяжело здесь просматривать. Так, декоратора вижу, да, хореографа, где цель, задача. То есть это вот листать нужно. Лучше, ну, тренироваться, заполнять все-таки по таблице. Вот смета есть, там все понятно. План не вижу, кстати, еще. Вот, да, план мероприятий тоже должен быть в таблице. То есть берем хотя бы какой-нибудь шаблон гранд-оператора, да, и по нему накидываем. На самом деле я делала именно по официальной вот этой вот молодежному комитету. По презентации у меня смотрели даже из комитета и сказали то, что, ну, это сделано по нашей методичке нормально. Ну, я вот как эксперт, например, Иволги, ну, не могу сказать, что нормально. Да, проект хороший, просто надо его перепрописать именно с точки зрения патриотизма, чтобы понятно было эксперту, что вы хотите делать не только один день с оверлоком, а вот что вы в течение года будете делать патриотические мероприятия. Да, какие минимум костюмы есть? Минимум костюмы какие есть? У них много, они будут Много. Ну вот спрашиваю, какие. Ну, в смысле, которые относятся к этой теме или нет? Вообще. Вообще, Гвен Паук, Джесси из Истории игрушек 2, там, Затана из DC, Тонта из Одинокого Я почему рейнджера. спрашиваю? Потому что ну, когда ты просто рассказываешь вот, о сценарии, так ведь мне непонятно, кто ты есть. А когда ты говоришь, вот у меня есть такие костюмы и так далее, возможно, какая-то презентация или фотография, да, опыт твоей работы, здесь сразу говорит о том, что ты, ну, на самом деле, вот, в этой теме крутишься, варишься и понимаешь, что это какой-то костюмированный там, сценарий, представление и так далее. И поэтому я спрашиваю. Что хотел еще добавить? У тебя проект все-таки он ежегодно, один раз будет в год проходить или как? Он ежегодный, то есть костюмы остаются, сценарий меняется. То есть одно мероприятие в год будет? Одно мероприятие на 9 мая и возможно выступление на митингах, но в усеченной форме. То есть мы же не будем там разрывать окопы на этих митингах. Нет, ну да, понятно. Вот этот момент тоже нужно сказать. То есть, понимаете, костюмы, они же дорогие шить, чтобы, да, то есть один раз шили, чтобы они целый год просто лежали. Ну, как-то это, наверное, неправильно будет. Поэтому вот вы какой-то на 9 мая, да, то есть готовите большое театрализованное представление, но с другой стороны, все это используется, возможно, в какой-то школе, или какого-то формата кружка, да, будет вести? Вообще нет. То есть мы к костюму достаточно бережно относимся, выступили. Мы обычно жадные очень, мы никому не даем свои костюмы. Еще момент. Да, или хотя бы не одно мероприятие, то есть, а может быть это вот Нет, на день самом памяти деле, скорби, пошив да, то костюмов, есть... вот эти вот костюмы, там один единственный дорогой костюм, это костюм немецкого офицера, потому что мы его по силам сами сшить не сможем. А остальные, там 70 рублей за метр ткань, наша девочка уже согласна это все шить, мы сами уже будем учиться все делать, шить, и то есть на наших, на немцев костюмы выйдут недорого. Ну, смотрите, ну, сейчас основная задача, чтобы помочь, чтобы вы выиграли грант, чтобы эксперты сидели и думали, именно им нужно деньги дать. Все-таки в календарном плане расписать не одно мероприятие, да, вот, а побольше в течение года. То есть, возможно, там, день памяти спорта, да, возможно, там, приурочено какой-то другой. Возможно, лекции у вас для подростков. Да, в этих костюмах, да. То есть, как-то более, чтобы понимали, то, что не один раз в год отдали, да, костюм, а какой-то систематическая работа шла. И вот потом, сколько ты планируешь работать по этому проекту? Так, ну, так как вы мне посоветовали больше мероприятий поставить, то из 3 месяцев это у меня уже получится, то есть Нет, вопрос другой. ежегодная Вот в работа. этом году поработаешь, на следующий год поработаешь, через 3 года у тебя какие планы? Этот проект будет реализовываться? Он все равно в любом случае будет ежегодным, даже
даже если не со мной. То есть нужно будет в данном случае акцентировать, ну тоже акцент сделать, то, что есть команда, есть ты, есть молодые ребята, есть школьники в команде, которые, потому что этот же проект не коммерческий, он никак не может быть коммерческим. Он на этом деньги не заработаешь, и в любом случае тебе придется уйти в ту сферу, где все равно где будешь зарплату получать, деньги получать. Без тебя этот проект может не являться. И эксперты должны понимать то, что помимо тебя есть еще кто-то в твоей команде, то есть, возможно, это школьники, да? Возможно, это студенты, которые в дальнейшем это движение тоже будут выводить. И такой вопрос, с кем сотрудничать? Ну, получается, у нас есть поддержка администрации Калининского района, поддержка подростковых клубов и поддержка Совета ветеранов. Еще. Я вот не знаю, в Уфе есть ли работаю в Изыльском районе, у нас в Магнитогорске есть организации, тоже ветераны боевых действий, которые они там проводят реставрацию, действия и так далее. То есть, я уверен, в Уфе есть такая организация, которая тоже с костюмами, реставрацию делает. Возможно, с ними поближе пообщаться и официально, может быть, как-то договор заключить о сотрудничестве, то, чтобы показать, то, что вы не одни, у вас мощная команда, с кем вы вместе это делать будете. Ну, то есть это плюс для балла для гранта. Еще смета, да? Есть смета детализированная, но всякий один шрифт и все в одном, ладно, не жирные там. Софинансирование тоже желательно засунуть в таблицу. Вот эти тексты, кто будет, что там ведущим, это без разницы вообще эксперту. Кто там фартуки делает, тоже просто в софинансировании, так же, как основная смета. Будет лучше смотреть, что я сижу, что откуда эти деньги появились. У нас еще к нам один эксперт присоединился, тоже обратную связь даст. Не уходите пока. Да. Начальник отдела поддержки талантливой молодежи нашего министерства, федеральный эксперт по молодежи, Дмитрий Владимирович Сабиров, пожалуйста. Коллеги, всем добрый день. Вижу, что немного расстраиваетесь, когда уважаемые эксперты комментируют ваши проекты, но говоря об опыте работы в федеральной комиссии, скажу, что федеральная комиссия, она в принципе беспощадна, и все, что вам говорят здесь, это очень доброе, позитивное пожелание. Единственное, что сейчас я не услышал, и, наверное, самое главное в ходе выступления в рамках защиты вашего проекта. Я не видел содержания, но я слушал. Мы хотим провести широкомасштабное действие с хлопками, со спецэффектами. Мы хотим круто, мы хотим вау. Это все здорово. Вопрос, чтобы что? Чтобы привлечь больше молодежи в данную тематику. Зачем? Чтобы понять, привлечь, чтобы вовлечь, чтобы заинтересовать. Это не конечный... Дослушайте. Это не конечный результат. Самое главное в вашем выступлении – это конечный социальный эффект. Какое социальное изменение в ходе реализации вашего проекта получает общественное поле? То есть, что преобразуется, что меняется. В этом и смысл любого социально-культурного проекта. А провести широкомасштабное действие – это все равно, что мы хотим в космос полететь. Но еще раз, мы летим в космос, чтобы что? Чтобы, соответственно, найти новые поля для освоения, да, и заселения там, например, планет и поиска каких-то новых площадок. Да? Вот это будет конечным результатом. Вы проводите ваши мероприятия с конкретной целью, например, повышения уровня патриотического воспитания. Вот это и есть ваши изменения. Об этом и говорите. Вот это самое главное. Все остальные моменты вам коллеги сказали. Просто мне, когда говорили представлять проект, мне сказали его представить просто ярко, все основное у тебя написано в паспорте. Вот. Я вам даю рекомендации, которые действуют на территории всей России. Вся остальная методология, она очень субъективная и размывчива. Если мы говорим о грантовых конкурсах, где вы привлекаете деньги, делайте то, что написано в основной методичке, запишитесь в проектный офис, получите методологию. Это очень важно, потому что яркими выступлениями гранты не возьмешь. Нужно еще и по структуре тоже поработать. Идея-то классная. Вот вы потом сказали, когда я уже вас спросил, сразу в глубину копаете. Понятно, да? Удачи. Хорошо, спасибо. Ты же когда в Уфе защищалась в прошлый раз, мы тоже говорили про основную проблему, да, что вот у тебя
в проекте везде витает, что проблема непринятия неформальной молодежи. Да, это осталось в тексте. Я сижу, читаю, да, и сейчас мы говорим о мероприятии именно, ну, связанном с патриотизмом. Как-то это надо либо что-то из двух убрать, либо как-то продумать вовлечение неформальной молодежи в течение всего года, там, в систему, еще что-то. Но, опять-таки, это вот к проектному офису. И когда, ну, всем рекомендации, когда вы советуетесь по поводу проектов, вы советуетесь с сапожниками в сапогах. Вот есть проектный офис молодежный в министерстве. Туда в любое время дня можно прийти, но предварительно, наверное, записаться, да, прийти и проконсультироваться. Ребята там сидят, которые учатся именно по методологии, вот, который, ну, как сейчас это в стране работает. Потому что если я там приду к маме своей и скажу: смотри, у меня классный проект, мам. Она скажет: да, классный проект. Но она в этом вообще ничего не понимает. А я приду защищаться и скажу: мне же мама сказала, нормально все. Вот. Но это как бы ко всем, это не критика, это на самом деле. Так работает. Все, спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста,